Самые главные и актуальные новости дня в эфире телеканала «Миллет». Информационная программа «Хаберлер». Сегодня понедельник, 15 мая. В студии Нариман Тарсинова. Добрый вечер. В течение получаса наша информационная команда расскажет вам о самых интересных новостях. Прием граждан депутата Госдумы в Раздольном. Какие вопросы интересуют жителей? Акция восхождения на Чатырда к памяти жертв депортации состоялась в Крыму. Сколько людей приняло участие? Более 100 спортсменов собрались в Симферополе на открытом фестивале по виду спорта Кеокусинкай. В Старокрымском доме культуры опасно работать. Здание находится в аварийном состоянии и закрыто на неопределенный срок. Глава Федерального агентства по делам национальности Игорь Баринов заявил, что доля крымских татар, сталкивающихся с проблемами на межэтнической почве, снизилась по сравнению с 2016-м и составила 27%. Среди отдельного этноса крымских татар эта цифра еще весной 2016-го была 38%. То есть 38% крымских татар говорило о том, что нам плохо в связи с нашей национальностью. Мы испытываем какие-то проблемы. Ситуация меняется, эта цифра снизилась до 27%, сказал Баринов в интервью телеканалу НТВ. Он подчеркнул, что сейчас многое делается для решения межнациональных конфликтов в Крыму, в то время как правительство Украины не сделало ничего для крымских татар за 20 лет нахождения Крыма в составе Украины. В Раздольном состоялся прием граждан депутата Госдумы Руслана Бальбека. По различным вопросам обратилось порядка 20 человек. С какими проблемами сталкиваются местные жители, узнавала наш корреспондент София Шукурова. Житель села Новосельское Рафаэль Велишаев обратился к депутату сразу с несколькими вопросами. Рассказывает, это село – место компактного проживания крымских татар. Еще в украинский период жители собирались провести газ в населенный пункт, но столкнулись с аферой. Во времена Украины пришли люди, сказали, проводят газ. Собрали с нас взнос по 3000 гривен. Некоторые люди брали кредит, деньги собрали и пропали. Сейчас мы в России, надеемся, что Руслан Исмаилович нам поможет. Также существует проблема нехватки специалистов в области медицины. В целом по Раздольнинскому району не хватает 28 медицинских работников. У нас в большом поселке Новоселовское всего один педиатр. Он выполняет и работу терапевта, хирурга, гинеколога. Хотим, чтобы хотя бы несколько раз в неделю к нам приезжали специалисты узкого профиля. Было и коллективное обращение касаемо оказания поддержки в строительстве молельного дома в селе Серебрянки. По словам местных жителей, сейчас люди проводят молебен в аварийном доме культуры. На уровне местных властей была оказана первоначальная помощь, выделен участок под строительство мечети. Обратились к депутату Государственной Думы Руслану Исмаиловичу Бальбеку по вопросу строительства культового сооружения мечети. Руслан Исмаилович пообещал нам в этом вопросе помочь. Сейчас будет вопрос решаться на уровне муфтията Крыма, и в дальнейшем надеемся, что Руслан Исмаилович нам поможет. Председатель Раздольнинского сельского совета Павел Чернявский обратился к депутату с просьбой посодействовать в благоустройстве поселка, а именно провести по улицам освещение. Мы хотим, как говорится, создать комфортные условия для наших граждан, то есть на предмет освещения поселка. Мы столкнулись с такой проблемой, что государственное унитарное предприятие «Крымэнерго» требует оплату, заключить договор на совместный подвес этих светильников на установку. На сегодняшний день бюджет это не позволяет ввиду отсутствия денежных средств. Я обратился к Руслану Исмаиловичу, чтобы Руслан Исмаилович вышел с законодательной инициативой, и внести изменения в законодательство, чтобы мы могли осуществлять освещение нашего поселка. Я надеюсь, вопрос будет решен положительно, потому что это комфортное условие проживания наших граждан. И хотелось, чтобы поселок каждый, не только наш, был освещен. Также были обращения по вопросу справок о реабилитации и упрощенному получению гражданства. Напомним, каждый месяц депутат Госдумы Руслан Бальбек проводит приемы граждан в различных районах Крыма с целью детального изучения и решения вопросов, волнующих крымчан. София Шукурова, Алишер Алимов, телеканал «Миллет». Рифат Чубаров в Крыму сможет объяснить свое участие в преступлениях против граждан России. Никаких препятствий для приезда в Крым так называемого главы Меджлиса нет, заявил депутат Госдумы Руслан Бальбек. Так он прокомментировал заявление Чубарова о готовности принять участие в судебном процессе по делу Ахтема Чийгоза.
Россия – это правовое государство, и для достижения истины в суд могут быть вызваны в том числе и иностранные граждане. Поэтому препятствий для участия в судебном процессе господина Чубарова никаких нет. Учитывая, что у правоохранителей к нему довольно много вопросов, у него как раз будет возможность пояснить, а может быть и дать показания, в зависимости от процессуального статуса по вопросам организации блокад Крыма, запрещенной в России организацией Меджлис, подрыва электроопор. И в целом у него будет возможность пояснить свое участие в организации диверсионных действий в отношении российского Крыма. Также заявление Чубарова о приезде в Крым прокомментировала и экс-прокурор республики, ныне депутат Госдумы Наталья Поклонская. Напомним, сегодня на пресс-конференции в Киеве Чубаров заявил о намерении приехать в Крым. Так называемый глава Меджлиса и его соратники считаются одними из организаторов продовольственной энергетической блокады Крыма. В России правоохранительные органы расследуют сейчас уголовное дело в отношении Чубарова о призывах к посягательству на территориальную целостность Российской Федерации. Напомним, в октябре 2015-го суд в Крыму вынес решение о заочном аресте Чубарова. Позже он был объявлен в международный розыск. Глава Госкомнадзора Заур Смирнов в ответ на планы Киева изменить статус Крыма в украинской конституции заявил, что статус полуострова определен окончательно 3 года назад при присоединении к России. Ранее сообщалось, что на Украине Конституционная комиссия создала рабочую группу для разработки изменений и дополнений в Конституцию относительно Крыма. Статус полуострова определен, это республика в составе Российской Федерации, нового статуса быть не может. Крымчане сами определили свой статус и выбрали свое будущее. Мы призываем киевские власти прекратить выдумывать новые мифические статусы для Крыма, сказал журналистам Заур Смирнов. Ночью в автомобильный пункт пропуска Джанкой прибыл мужчина 89-го года рождения, следовавший с территории Украины в Россию в качестве пассажира легкового автомобиля «Опель». После проверки документов житель Днепропетровска был направлен в зону проведения пограничного и таможенного осмотра. Во время прохождения процедуры мужчина попытался незаметно для контрольных органов выбросить из кармана скомканный лист бумаги. В результате осмотра подозрительного бумажного свертка, упакованного в полиэтиленовый пакет, пограничниками выявлено растительное вещество зеленого цвета. На закономерный вопрос должностных лиц о происхождении данной находки 27-летний житель Днепропетровска ответил, что это не что иное, как марихуана. Его слова подтвердила и проведенная специалистами экспертиза. Таким образом, имея намерение скрыть находящиеся при себе наркотики, мужчина пытался незаконно ввести их на территорию Крымского полуострова. Собранные материалы уголовно наказуемого деяния, предусмотренного частью 3 статьи 30, частью 1 статьи 229.1 Уголовного кодекса Российской Федерации, установленным порядком переданы по подследственности в правоохранительные органы. Нарушителю грозит тюремный срок. На полуострове состоялось традиционное восхождение на одну из самых высоких и живописных гор Крыма – Чатырдак, посвященное 73-й годовщине депортации крымских татар. Речь идет о почти 20 километрах горного пути. В акции приняли участие все желающие от мала до велика. В восхождении приняла участие наша съемочная группа. Султания Меджид об этом подробнее расскажет. Как ни крути, назвать траурный подъем простым не получится, ведь гора Чатырдак является одной из самых высоких гор Крыма. Если сравнить высоту Чатырдага с высотой самой высокой горы полуострова, то Романкош выше всего на 18 метров. Восхождение на гору Чатырдак уже стало традицией. Более чем 10 лет крымские татары отдают дань памяти жертвам депортации, покоряя эту вершину в последнее воскресенье перед 18 мая. Перед выходом на маршрут участники патриотической акции прочитали молитву. В траурном восхождении приняли участие около 2000 человек со всех уголков Крыма. Кто-то уже неоднократно покорял вершину Чатырдага, но для многих это путешествие было первым. Перед подъемом для участников патриотической акции провели инструктаж. Для удобства всех разбили на группы по 100-150 человек. Отправлялись в путь промежутком в 15 минут. Восхождение длилось несколько часов. Люди несли в руках крымско-татарскую национальную символику. Первым перевалом стало Кутузовское озеро. До него добирались около часа. Я приехала из Симферопольского района, но принимаю участие уже 4-й раз. Я считаю, что это очень важное мероприятие для крымско-татарской молодежи, потому что мы чтим память и пытаемся понять ту боль, ту тяжесть, которую они прошли во время депортации и вообще в те времена. Это очень важно для нашего поколения, для нашей молодежи, для того, что наша молодежь помнит нашу историю и чтит память нашим предкам. С каждым шагом все тяжелее. Дорога поднимается вверх. Пробираться приходится под углом 45 градусов. Привалы учащаются. Ближе к самой высокой точке Чатырдага все чаще попадается снег.
А сейчас мы находимся на плато горы Чатырдах. Большая часть пути уже пройдена, осталось сделать последний рывок. Несмотря на все трудности, участники пребывают в бодром расположении духа, ведь они считают, что такие акции объединяют народ. Я приехала из Судака почтить память и принять участие в акции, почтить память нашим предкам. Поэтому приняла участие, именно впервые поднимаюсь на гору, и мне очень нравится. Я в восторге. Участники преодолели самые трудные участки маршрута, прошли через горный лес и крутые склоны, пересекли Яйлу Чатырдага и поднялись на самую вершину, где установлена памятная плита, на которой начертаны слова «Сюргунлик Хурбанларынан Рухуна Эль-Фатиха». Помолимся за жертв депортации. Такие акции, конечно же, объединяют наш народ. Они помогают нам быть сплоченными, быть сильным народом. Я думаю, что нужно почаще устраивать так, чтобы поднимались и читали дуа за своих предков. Я горжусь нашей молодежью, то, что каждый год собираются, поднимаются сюда. В общей сложности преодолели около 20 километров горного пути. В восхождении приняли участие и дети, и взрослые. Каждый помогал друг другу преодолевать трудный путь. На вершине горы мусульмане совершили траурный молебен по погибшим в далеком 1944 году. Напомним, организаторами акции в этом году стали крымско-татарские молодежные организации при содействии Духовного управления мусульман Крыма. Султания Меджид, Ибраим Ганиев, телеканал Милет. Местный дом культуры в Старом Крыму находится в аварийном состоянии, работать в нем стало опасно. Из-за обвалившегося потолка и многочисленных трещин здание закрыто на неопределенный срок. Какова дальнейшая судьба местного дома культуры, знает наш корреспондент Сабреха Халиляева. Дом культуры в Салхате в этом году празднует свое столетие. Здесь выросло не одно поколение танцоров, исполнителей и музыкантов. Годами напролет ребята из школ Старого Крыма занимались в творческих коллективах этого дома культуры. По словам директора учреждения Ирины Раковой, здание находится в аварийном состоянии. Его общий износ более 80%. Зимой температура в здании не превышает 5-8 градусов. Находиться там, работать или проводить массовые мероприятия опасно. На данный момент складывается такая ситуация, что наш дом культуры с 2012 года признан аварийным, и мы вынуждены заниматься в неприспособленных для занятий с детьми помещениях города, в подвальных помещениях жилых домов, в школах, в спортзалах, даже на улицах. То есть в летний период мы свои праздники, мероприятия проводим в городском парке, в зимний период мы вынуждены ютиться в литературных музеях. Это здание единственное в городе место для организации общественной и досуговой жизни. Именно поэтому жители Старого Крыма надеются, что очаг культуры здесь не угаснет. Старый Крым 10 тысяч населением. Тут разные нации живут. Очень красивый город, нравится нам. Тут все есть, только дом культуры у нас нету. Петь песню, танцевальные надо, кружки открывать. У нас в Старом ничего нет, как будто забито все. Как будто сонный город. Как будто все спят. Дети дома по домам сидят, все телевизор смотрят. Некуда сходить даже вечером. Время проводить негде. Данную ситуацию прокомментировал глава администрации города Старый Крым Григорий Балабанов. Сегодняшним днем мы написали письмо Константину Бахареву для того, чтобы нам помогли войти в финансирование и реализовать программу строительства Дворца культуры в городе Старый Крым. Обратились к депутатам городского совета, утвердили земельный участок для того, чтобы можно было сажать проектировку нового дома культуры. Местный дом культуры – это здание старинной постройки с богатой историей и традициями. Коллективами Дома культуры организовывались праздники, фестивали танца, уроки вокального мастерства, хорового искусства. С успехом проводились концерты. Здание нуждается в незамедлительной реконструкции. Сабреха Халиляева, Энвер Аблазис, телеканал Милет. 13 мая на трассе в Джанкойском районе произошло ДТП с участием 2 легковых автомобилей. По информации очевидцев, в результате аварии погибли 3 человек. Причины происшествия пока неизвестны. Еще одна авария произошла вчера в Гурзуфе за мостом в сторону Алушты. По данным свидетелей, нетрезвый водитель BMW X5 вылетел на полосу встречного движения, где зацепил 2 машины. BMW пролетела 30 метров в сторону Ялты. В результате аварии 1 человек скончался. В Крымском инженерно-педагогическом университете состоялся бал науки. Студенты и заслуженные артисты Крыма представили яркую концертную программу. Кроме этого, студенты, достигшие определенных успехов в области науки, получили награды. На балу удалось побывать и нашей съемочной группе.
Программа мероприятия была насыщенной: национальные русские и крымско-татарские танцы, песни в исполнении известных артистов, а также интеллектуальные и развлекательные конкурсы для студентов. Кроме этого, учащиеся кафедры технологии и дизайна одежды продемонстрировали коллекции нарядов с крымско-татарскими мотивами. Ректор Крымского инженерно-педагогического университета Чингис Якубов рассказывает, такой бал в стенах университета проводится впервые, однако в будущем планируется проведение такого рода мероприятий. Ректор отметил, самое серьезное вложение – это вложение в интеллект. Мы должны, конечно, стимулировать занятия научно-исследовательской деятельностью, занятия наукой наших ребят. Может быть, не все станут докторами наук, профессорами, но тот период времени, который отведен им на учебу, все-таки надо посвящать и тому, чтобы хотя бы написать 2-3 публикации. Может быть, они втянутся и потом станут известными людьми, если они, значит, просто такими хорошими, порядочными гражданами, которые будут прославлять наш прекрасный Крым. И наш великолепный народ, и наш университет в том числе. Председатель общественной организации «Крымский центр социально-культурного развития «Инициатива» Камиль Аметов отметил, занятие научно-исследовательской деятельностью очень важно для самих студентов. Также он пожелал учащимся успехов в творческой работе. Исследование о сожженных деревнях в Крыму. Нам известно, что 127 деревень сожгли немецко-фашистские оккупанты. И теперь в разрезе каждого района мы находим те деревни, те села, которые были сожгли. Сегодня я принимал участие в такой большой миссии, и одну студентку действительно Министерство культуры объявило благодарность, и мне поручено было ее вручить. А в завершении бала науки комиссией университета были определены 3 студента, которых наградили по итогам научно-исследовательской и общественной деятельности, а также за другие достижения. Елена Тимирова, студентка 2-го курса факультета психологии и педагогического образования, начала заниматься научно-исследовательской деятельностью с 1-го курса. Рассказывает, несмотря на трудности, с которыми она сталкивалась в ходе работы, результат того стоит. Елена Тимирова получила награду в номинации «Студент года». Научная деятельность, безусловно, очень интересна, познавательна, и я желаю, чтобы все студенты, каждый студент, обучаясь в высшем учебном заведении, начал заниматься научной деятельностью. Наш университет предоставляет такую возможность студентам, и нужно непременно ею воспользоваться. Основная идея бала науки заключается в том, чтобы стимулировать студентов к занятию научно-исследовательской деятельностью, ведь это поможет им устанавливать новые цели и достигать новых высот. Ферида Халикова, Ибраим Ганиев, телеканал Милет. Великому крымско-татарскому врачу установили памятник в Санкт-Петербурге. В сквере детской больницы номер 2 Святой Марии Магдалины появился мемориал учителю. Памятник Гирею Алиевичу Баирову, доктору медицинских наук, члену Академии медицинских наук СССР, основоположнику школы детской хирургии не только в Петербурге, но и во всей стране. Сейчас в должности главного хирурга в этой больнице трудится сын Гирея Баирова Али Баиров. Обращаясь к гостям, он назвал это место домом своего отца. На минувших выходных в селе Перевальное состоялось первенство Крыма по вольной борьбе среди 93 юношей из школы Симферополя, Симферопольского района и Алушты возрастом от 9 до 17 лет. Об итогах турнира расскажет наш корреспондент Сабрия Халиляева. Сегодня юные борцы продолжают славную традицию великих предшественников и выходят на ковер исключительно ради победы. Крымско-татарский борец Рустем Мамудов выступил в весовой категории до 50 килограмм и занял первое место среди юношей в возрасте до 14 лет. Ранее он уже занимал призовые места в различных первенствах. Вольной борьбой я занимаюсь около 5-6 лет. Кубков 11, грамот 150, медалей 30 человек. 13-летний спортсмен Ролан Суфянов положил на лопатки своего соперника и занял первое место. Девиз борца – не бояться. Считает, что самое страшное – проиграть в бою. Я занимаюсь около 4-5 лет, завоевал чемпион Крыма по вольной борьбе. Вот это, у нас каждый год проходит в нашем зале первенство дюшса. Я ожидаю, это как мы ходим на тренировки, это как показательные выступления. На показательном выступлении, конечно же, присутствовал первый олимпийский чемпион, крымский татарин, заслуженный тренер СССР, основатель спортзала в селе Перевальное Рустем Казаков. Говорит, отрадно то, что 3 спортсмена стали серебряными призерами, а обладатели бронзы – 5 борцов. По словам Рустема Казакова, с каждым годом число спортсменов растет, и у каждого из них есть огромные шансы прославлять Крым и Россию на мировых аренах. Приятно, что именно в Крыму вот такое пошло. Как вам сказать, приятно, что пошли строить, залы стали,
строить стадионы стали, строить площадки стали спортивные здесь, в Крыму. Понимаете, это все для наших детей. Если мы сейчас не будем думать о них, то кто тогда будет думать? На протяжении 17 лет в селе Перевальное тренер по вольной борьбе Мустафа Усинов проводит бои. В этом году в турнире приняли участие около 100 борцов, 14 весовых категорий. Тренеры возлагают большие надежды на победителей. Победители турнира и призеры этого турнира будут принимать участие в чемпионатах Крыма, в различных турнирах, в различных соревнованиях. Конечно же, не обошлось без подарков. В свою очередь, секретарь Симферопольского районного отделения партии «Единая Россия» Александр Милошенко порадовал спортсменов сладостями и другими подарками. Сегодня мы видим один из примеров реализации партийного проекта районного «Детский спорт». Мы оказываем материальную помощь в размере 50 тысяч на развитие спортивного клуба олимпийского чемпиона Казакова Рустема. Это немаловажно, потому что закаляет спорт. И в здоровом теле, как известно, здоровый дух. Ребята растут, а здоровое подрастающее поколение – это залог в будущем здоровой нации. По словам организаторов, победители первенства 20 мая будут принимать участие в соревновании по отбору лучших спортсменов в Высшее училище Олимпийского резерва, которое находится в Краснолесье Симферопольского района. Сабреха Лиляева, Дмитрий Низовой, телеканал Миллет. Более 100 спортсменов собрались в Симферополе на открытом фестивале республики по виду спорта Киокусинкай. Юноши и девушки со всех регионов полуострова, а также из Краснодара продемонстрировали свое боевое искусство в данном виде спорта. Подробности в сюжете Айше Шулаковой. Фестиваль по Киокусинкай собрал спортсменов различных возрастных категорий и уровней подготовки. Свои фавориты есть в каждой группе участников. К примеру, 20-летний Эмиль Касымов – обладатель черного пояса первого дана, а также кандидат в мастера спорта. За 15 лет занятий Киокусинкай он добился больших результатов далеко за пределами Крыма. В чемпионате симферополец принял участие в 2 боях и занял первое место в категории 18+. Молодой спортсмен выразил слова благодарности своему тренеру Ленуру Османову, а также рассказал о пользе данного вида спорта. Киокушин очень хороший вид спорта. Хорош тем, что дети развиваются полноценно, полностью развивают руки, ноги, тело. Чем он отличается от бокса, то что здесь не бьют в лицо, и это хорошо, то что нервные связи все в порядке. В рамках фестиваля также состоялся чемпионат Республики Крым по Киокусинкай среди мужчин, юношей и девушек и отборочные поединки для дальнейшего участия в чемпионатах России. Киокусинкай считается одной из самых трудных и жестких разновидностей карате. Соревнования, как положено, состоялись в кумите, поединки в полном контакте и ката, демонстрация приемов и навыков карате. По сегодняшним соревнованиям уровень очень разный у нас. У нас сегодня участвовали спортсмены 2-го состава, то есть они фактически первый раз в жизни свои участвовали в этих турнирах. Показали свой уровень, высокий, неплохой. Вот. Главное, чтобы не было травматизма и шел спортивный рост у спортсменов. Очередное доказательство силы духа и непоколебимости бойцовских правил продемонстрировал и 8-летний Зульфир Кенджаметов. На фестиваль приехал из села Вилина Бахчисарайского района. Несмотря на то, что Киокусинкай он занимается около года, уже подает большие надежды в спорте. По результатам спаррингов занял 2-е место. Я хочу просто хорошо научиться тренироваться и как можно быстрее больше кубков, медалей зарабатывать. В фестивале также приняли участие 16 спортсменов из Краснодара. Гости соревнований обменялись опытом и даже заняли несколько призовых мест. Наши дети набираются опыта, общаются между собой. И это общение, я надеюсь, перерастет в дружбу. Ну и, соответственно, в ближайшем будущем ждем крымских детей у нас в Краснодаре на первенстве города Краснодара и Краснодарского края. Стойкость духа и мастерство на чемпионате показали и представительницы прекрасного пола. Как оказалось, юные спортсменки сражаются не хуже парней. Моя соперница молодец, она хорошо работала. Оказалось, что выиграла. Участников фестиваля наградили кубками, медалями и почетными грамотами, а призеры поедут покорять просторы спорта материковой России. Айша Шулакова, Рамазан Аливапов, телеканал Миллет.
На сегодня это все новости. Завтра Хаберлер смотрите в привычное время 13:30. А я напоминаю, что все информационные выпуски есть на нашем сайте trkmelia.ru. Так что, если вы не успели посмотреть новости, вы можете найти свежий выпуск на сайте или же на страничках в социальных сетях Facebook и ВКонтакте. Хорошего вам вечера и до завтра.